Маждолца, Хамсарнокосы, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Уже подъезжает мое такси, еду в больницу, может быть, там тоже поснимаю, ждет меня Танзила моя там. Говорили, с обеда будет врач, но сказали, теперь с утра, еду с утра. Так, девочки, я уже в клинике Софина, иду к своему врачу. Так, девочки, я уже в клинике, как видите, жду своей очереди. Передо мной только один человек был, он уже зашел. Так, обращаюсь я к невропатологу Сайнароевой Розе, уже 4-5 год, по-моему, наблюдаюсь у нее. Очень хороший врач-невропатолог. Так что, если что, в Ингушетии можете к ней обратиться. Очень хорошая клиника, очень доброжелательные врачи, медперсонал, медсестры. Пациенты потихонечку приходят. Пришлось мне без очереди от них пустить, попросились очень. И уже за мной к Сайнароеве, между прочим, уже действительно очередь. Нас уже 6-7 человек. Мне кажется, это потому что хороший врач. Ну, я говорю от себя, не знаю, кто, кому, как. Никакой рекламы, ничего, девочки. Просто мне этот врач помог. Действительно помог. Она меня подняла 5 лет тому назад, назначила мне хорошее лечение. До этого еще один врач, который мне помогла, но она уехала в Москву. А вот второй врач, который меня ведет уже, как я говорю, 5-й год, это Сайнароева Роза, и мне очень хорошо, алхамдулилла, машаллах, помогает ее лечение. Так что вот так вот. Ждать не люблю очень. Вроде бы думала, пораньше приеду, рано утром приехала. Не надо будет долго ждать. Ну вот уже 2 впереди меня прошли, но 3-ю пришлось без очереди пустить. Попросилась очень женщина. Так, у врача, раз микрофон, у врача были. Танзила захотела покушать, зашли в кафе Арабика. Не знаю сейчас, что она будет тут заказывать. Красивая, уютная кафешка. Я тут первый раз. Посмотрим. Назначение мне врач сделал. Скорее всего, я буду принимать лечение. Правда, она просила меня лечь в больницу, но я отказалась. Наверное, буду. У нас в Кантышево дневной стационар, она говорит. Скорее всего, буду туда ходить, принимать свое лечение. Вот как-то так. Так, ну потихонечку приносит нам наш заказ. Стейк с грибами. Апельсиновый фреш. И Танзила заказала еще пиццу, по-моему, да? Так, ну и вот пиццу Танзила заказала. Первый любитель пиццы, я буду доедать свой стейк. Стейк очень вкусный. Стейк с грибами. По дороге у нас магазин посуды. На Кантышевском перекрестке мегамаркет. Заскочила, мне нужна была, так, я просто устанавливаю сейчас телефон, мне нужна была хлебница. У меня есть хорошая хлебница, стеклянная, хорошая, но я ее ставлю только когда приходят гости, потому что здесь, на этой кухне, ну, пока, мне кажется, она долго на меня не продержится, потому что мы роняем, я роняю, внуки роняют, и разбиваем часто. И посуда у нас бьется, вы не поверите, сколько чашек и блюдец и закусочных тарелок я покупаю практически каждый месяц, наверное, потому что, ну, действительно, у меня иногда у самой падает часто, да и детки разбивают. Мне понравилось. Ну, я смотрела другую, но мне девочка посоветовала, там хорошие девчонки, менеджеры, подгород красивые.
Ну, действительно, мне понравилось. Я говорю, ну, она мне маленькая, кажется. Я говорю, булка хлеба войдет, потому что нам, в принципе, на один раз практически нужна бывает одна булка хлеба, если нарезанная положена. Она говорит, типа, помещается, говорит, помещается точно. Я проверила, даже пришла, почистила ее, положила, нарезала хлеб, булка хлеба сюда вмещается. Ну, я ее снова почистила, чтобы вам показать. Дешевая, это пластиковая. Так, опять опустилась моя камера. Вернее, телефон. Айфон тяжелый, и что-то у меня не держит она. Короче, 700 рублей такая хлебница. Мне понравилось. Так, потом мне нужны были сахарницы для варенья, чтобы тоже недорогое было. И стояли вот такие вот. Была чуть-чуть побольше вот такая вот вазочка. Но она оказалась последней. Но она стоила 300 с чем-то. 350, по-моему, девчонка сказала. Ну, из-за того, что их не было, я говорю, ну давайте тогда вот эти в какую цену? Она говорит, эти 68 рублей. То ли 68, то ли 65, точно не знаю, но не 70 даже. Это стекло, это не пластик. Мне они понравились. Ну, давайте тогда, говорю, эти. Тоже на кухне, чтобы и варенье, и сахар. Хоть что сюда положить можно, да? И мед, в принципе. Не знаю, мне понравились. И купила. Так, вот как я сказала, в районе под 70. И вот такую вот купила конфетницу. Тоже она когда стояла рядом и сочеталась. Это тоже стекло, просто простое стекло. Вот в виде сердечка. Тоже мне понравилось. 500 с чем-то, где-то 550, 520 в этом пределе. Где-то у меня чек в доме, поэтому не хочется туда идти. Я даже не думала вам их показывать, но решила показать. Так, купила для разных нужд кисточки уже специальные, чтобы и масло можно было намазать, и яйцо намазать, если на что. 3 такие щеточки, 120 рублей. Тоже, ну, недорогие покупочки у меня, конечно, сегодня. Так, что еще? 2 вот таких вот ножа рифленых. Я люблю этим ножом чистить картошку. Вот почему-то экономка, я не могу чистить картошку. А вот этими и лук, и картошку вот именно вот этими ножами. У меня они есть, но они уже такие притупились. Поэтому купила 2 ножа. По-моему, рублей 70. Точно не знаю, сколько они стоят. Но недорогие. Вот. Так, не знаю. Видимо, малышня опять куда-то дели что, как. Был у меня венчик, но я его не могу найти. Ну, ладно, куплю себе еще и венчик. Купила венчик вот такой вот. Ну, сколько он стоит, я уже не знаю, девочки. Но тоже недорогой, дешевый. Так, купила вот такой вот коврик. Ну, я пользуюсь, конечно, деревянной доской, когда занимаюсь тестом. Но такие коврики тоже нужны бывают для того, чтобы знать, сколько сантиметров. Но тут, по-моему, сантиметров нет. Я тут ошиблась. Диаметр, чтобы узнать. Есть. Так, извините, что долго. Чтобы знать диаметр круга, есть от 14 до 56 сантиметров. Бывает, не нужно, чтобы знать, сколько, чтобы, кружочки были одинаковые, да? Там, если пирог печь или еще что-то. Так, это в пределах 700, потому что это большой коврик стоил. Точно тоже не могу сказать. Купила еще разделочную доску. Эти доски, из-за того, что я часто готовлю на заказ, у меня все-таки тоже быстро изживают свой век. 300 с чем-то стоила эта доска. И понравилась мне вот эта вот сковорода. Так. Фишман. Германская сковорода. Они сказали, что она очень хорошая.
Так, 2 с чем-то она стоила, где-то 2 500, 2 700 в пределах этого, но она была без крышки. Крышку купила отдельно. Но вместе с крышкой, короче, эта сковорода мне обошлась 3 300. Вот, и купила еще одну покупочку. Вот такую вот, честно сказать, я не знаю, как она называется. Но это очень хорошая вещь. Дело в том, что у меня, в принципе, в основном, например, вот видите, сахарницу тоже без крышек. Хотелось сахарницы купить с крышками, потому что, но я не нашла там именно сахарницу, чтобы вот крышка вот так вот ставилась вовнутрь. Была просто поверх. Поверх я 100% знаю, что она будет падать и она разобьется. Дело в том, что ну, сами знаете, что пацаны, они иногда и до полночи, и за полночь сидят, приходят сюда на кухню, пьют чай и оставляют открытым и чай, и, вернее, не чай, а сахар, варенье, мед, чтобы там на столе не стояло, чтобы там они не поставили, оно стоит, и они его не закрывают, даже не накидываю, не знаю, будут ли накидывать это. Обычно я полотенчика накидываю и ухожу, но сейчас купила это, чтобы действительно вот поставить на все вот так вот. Все. Просто дело в том, что нельзя, у нас нельзя есть пищу, которая была открыта и стояла ночь открытой. Поэтому как-то так. Ну и вот такая вот штучка. Она вот закрывается, как зонтик. Вытягиваешь, открывается. Купила, не знаю, посмотрим, будут ли закрывать. Потому что у меня постоянно с ними разборки, почему оставался там сахар или варенье, или даже иногда оставляют на столе и продукты какие-то не закрытые. Ну, как я сказала, не закрытые оставшиеся на ночь продукты есть нельзя. Так что вот как-то так. Вот такие небольшие покупочки. Немножко как-то, если даже хоть какую-то мелочь купил дома из посуды, у женщины, по-моему, у любой женщины, например, поднимается немножко настроение, да? Ну, вот так вот. И сколько мне это обошлось? Точно не могу сказать, но 5, где-то 5 с лишним тысяч, если я не ошибаюсь, да. 3 300 одна сковорода и остальное вот так вот.